событие – это закладка Жатайской судоверфи по производству широкой линейки гражданских судов на перспективе после 2021 года, как только начнет работать и выйдет на производство 10 судов в год, мы обеспечим со стороны федерального бюджета финансирование, начиная с этого года, в объеме 4 с лишним миллиарда рублей. Регион более 700 миллионов добавит и внебюджетные уже привлеченные источники. То есть весь проект, стоимость составляет более 5 миллиардов рублей. Это впервые за многие десятилетия события по строительству новой, по сути, судоверфи, который будет обеспечивать и производство новых, и ремонт, обслуживание, эксплуатация существующих судов, которые находятся на водном бассейне реки Лена. Да, вот вопрос. Когда мы начинали, да, мы столкнулись с большим, со сложностями. Именно начинающие экспортеры, они сталкиваются. Как вот это делается? Вот, допустим, мы проводили конкурс вручной резьбы. Это шар 1,5 сантиметра. Как это решается? Это вручную вырезается вот через боку. Мастера сидели и делали у нас. Очень Просто вырезаешь, вырезаешь. Да, это я лично проводил конкурс 2 года назад. Именно чтобы узнать, какой уровень наш. Какая вам помощь, поддержка нужна? Хорошо было бы начинающим экспортерам именно Россельхозбанк на начальном стадии уже выполнение контракта, уже как бы низкопроцентный кредит Россельхозбанк. Потому что то есть процесс экспорта, и вот это в том числе вводит на отдельный бизнес в серую зону, там в черную, он может занимать у них от 3 до 6 месяцев. Тогда как если, например, у огранчиков там, не менее 2 недель там, и до 3 месяцев. То есть, с той же Индии они могут за сутки довести. То есть это вот этот вот барьеры, то есть они на пути, они мешают предпринимателям развиваться. Так а что, средства были, если вы задали сейчас вопрос? Вы встречались вчера же, да? да, мы сегодня тоже сидели, разговаривали. Вы нашли какое-то решение? Да, мы уже будем совместно с Министерством промышленности свои уже отрабатывать. То есть у них от вас получена заявка, Да. вы сформулировали им свои сложности, проблемы и желания, и есть понимание, чтобы найти комплексное решение, да? Да, у нас и не только с ними, в том числе, да, вот они сказали, сейчас это обрабатывать их будут заявку, да, то есть, вопрос, как комплексный, то есть, есть, например, еще вопрос, связанный, с целом таким центр сделать обработки, здесь вот на базе тоже алмазоглиняного пластика, то есть, и так как один из потенциальных резидентов, связан в том числе с выдачей различных лицензий и согласованием. В частности, вот, один из вариантов предлагали рассмотреть, что может быть делегирование полномочий от Минпромторга на уровне республики, одному из министерств, да, то есть по выдаче соответствующей лицензии, да, на экспорт. Да. То есть, и поэтому этот вопрос они тоже обсуждали. У нас были те органы свои, мы их передали РЭЦ, для того, чтобы они выполняли как раз эту функцию по выдаче лицензий. Это вот как раз лицензирование. Тема, связанная с вывозом тех или иных металлов, пусть из металлов, продуктов. Это в основном ручная работа, компьютерная гравировка. То есть мы выполняем это, допустим, по сортности, это, скажем так, щепа.
Ну, это фрагмент чипа. Мы просто реставрируем. Мамонтенок, да? Да, реставрированные такие изделия, они очень хорошо пользуются спросом. Именно вот имиджевые вещи для внутреннего рынка. Это Москва, Петербург, Санкт-Петербург, там много вещей для Востока. Хорошо. Спасибо. На регистрация. Решение. Значит, это наша компания Укрпротек создала инновационный продукт Фейс-Протек, средство защиты кожи от поражения для защиты жителей холодных источных регионов. Мы использовали уникальные природные соединения, это криопротекторы, которые защищают как раз организм от холодового повреждения. И когда эти соединения вводятся в состав оригинальной рецептуры средства, то активные компоненты проникают в слои кожи и осуществляют защиту от обморожения. Поэтому мы рекомендуем это средство для как раз жителей арктических регионов, для тех, кто работает в добывающей промышленности, ЧС и так далее. Мы сейчас находимся на стадии коммерциализации, и нам необходимы инвестиции для того, чтобы масштабировать этот продукт, потому что уже прошли все испытания. Состыкуйте, чтобы мы поддержали с точки зрения субсидий запуска производства. Минус 33, да, максимум? Здесь, нет, здесь вот минус 31, у нас вообще есть до минус 50. Я дал поручение. Спасибо, Наталья. Я хочу задать вопрос именно не от себя лично, от своей компании, а от имени Союза производителей Иван-чая России. Ну, вообще Иван-чай – это исконно русский национальный Даже не напиток. рассказывайте, знаю. Да, и он на Руси очень хорошо экспортировался в царские времена. Да. А сейчас, конечно, сегодня, к сожалению, у нас сегодня нету даже своего АКВЭДа, ТНВ, нормативных актов, нашего нет национальных стандартов, да. И мы от имени Союза производителей Иван-чая очень хотим создать отрасль, именно чайную отрасль, да. Вот на сегодня я в прошлом году в декабре, например, ездила в рамках РЭЦа на бизнес-миссию в Японии, и мы там ряд компаний было, и из одной компании Japan Green Tea, которая по всему миру имеет свои розничные сети, мы приходим, они уже готовы с нами заключить контракт, мы в конце мая туда летим, и вот тут... Почувствовали, видимо, конкуренцию. Да, и вот, нет, Возвращаемся на рынок. Да, и вот тут появляется, что у нас как раз-таки получается барьер, у нас нет, сам как продукт, вот именно Иван-чай, он не признан. И на сегодняшний день в обходном ТНВ, который мы пропускаем, там выбираем 12-11 какие-то лицензированные, да, или, например, 0902, это чай, это чай из камелии, он в Китае вообще на него запрет. Чай из чего? Камелии китайской, вот этот, который на плантациях растет в Китае, в Шри-Ланке, в Индии, да, и на него стоит вообще запрет. Нам, конечно, очень хотелось бы, сейчас, конечно, в 2016 году 350 тонн мы произвели, в 2017 году 750 тонн, а в прошлом году 150 тонн, да, и вот очень большая точка роста именно среди производителей, да, и вообще Иван-чай можно выращивать на полях, некоторые ученые в Томске уже разработали, он оказывается намного эффективнее, 4 раза эффективнее урожай, чем пшеница. У нас по России вообще огромные заброшенные пашни, но вообще... Давайте мы с Минсельхозом вместе взаимодействуем. Поймем просто. Да, мы Потому что я боюсь, что даже нет сегодня в Минсельхозе отдельного направления, связанного с развитием чаеводства. Поэтому мы точно растениеводство, поэтому давайте подумаем, как с коллегами вам здесь помочь, поддержать вашу инициативу. Мы хотим, да, можно, мы хотим, чтобы создали какую-то рабочую группу и кого-то включить из нашей ассоциации. Давайте, да? хорошо. Спасибо. И вот, пожалуйста, эта корзина, инновационная корзина, вот как раз продукты наших резидентов технопарка «Якутия». Это вот наши крема, сироп, стабабаны наши крема. А это что?
акселератор наш трубу с плакатом. Спасибо. Соглашение нами было подписано в Сингапуре в рамках визита Владимира Владимировича Путина с компанией Singapore Oil and Energy на поставку трубоукладчиков для работ на «Газпром», на объектах «Газпрома». Соответственно, мы подумали, что этот путь можно сократить, не обязательно идти через зарубежные компании. Поэтому решили организовать опытно-производственную базу у нас в Республике Якутия при поддержке главы подводных строительных работ при обустройстве морских, нефтяных и газовых месторождений в районах Арктики и Крайнего Севера. Строительная компания «Энергострой» представляет подводный самоходный траншеи-копатель с дистанционным управлением. Кабель укладывается путем разработки траншеи на дне водоема, укладки кабеля и зарывания траншеи с уложенным в нее кабелем. Все процессы выполняются тренчером. Работа тренчера осуществляется при помощи базы, на которой располагаются вспомогательные элементы. Кабельное управление. Это один из самых сложных участков трассы высокоскоростного интернета, идущей в Норильск. В прошлом году под Енисеей проложили 3 километра первой линии оптоволокна. Сейчас бригады трудятся над укладкой уже основной ветки. Для абсолютной надежности кабель не просто опустят на дно реки, а уложат в глубокую траншею. Звучит вроде бы просто, но как выкопать на дне реки траншею протяженностью в 3 километра с учетом того, что на некоторых участках предстоящих работ глубина реки доходит до 25 метров? Решение искали совсем пристрастием, рассмотрели десятки вариантов и остановились на самом инновационном. На территории России из 4 находится всего одна такая установка. Ей-то и доверили подготовку подводной траншеи. Для работы под водой установка оснащена 4 камерами видеонаблюдения, мощными прожекторами и даже эхолокатором, что позволяет работать даже при нулевой видимости. Управляет установкой оператор из наземного передвижного центра. Для штатного погружения установки под воду входная майна должна быть длиной в 150 метров и шириной около 20. Именно на таком расстоянии от берега начинается нужная глубина. Когда все подготовительные работы по погружению под воду будут завершены, начнется самая сложная часть проекта – бурение и укладка кабеля под водой в условиях заполярной зимы. Проект сложный, дорогой и для России уникальный. Зато такое решение гарантирует максимальную защиту от порывов и аварий на самом сложном участке прокладки. Так что вот она, цена нашей способности легко поставить лайк понравившейся фотографии или ролику в интернете и нашей возможности свободно общаться и узнавать цифровой мир. На нее работают сотни людей и самая дорогая и новейшая техника. И это лишь небольшой участок сложной системы протяженностью почти в 1000 километров. Системы призваны превратить наш родной Северный остров в часть огромного цифрового материка. То есть у нас не получилось туда добраться. Вот. Это в режиме онлайн. У нас сейчас будет буквально несколько секунд показать, как он может пилить твердый грунт. Вот кабина управления. Да, сейчас. Самое что интересное, на базе вот этого оборудования. Да, у нас программа сейчас формируется природы. Вы могли там поучаствовать. Но и здесь, то есть вы проанализируете рынок, поддержка движения. Во мне. А это непосредственно для Российской Федерации сделано. Оно единственное, почему именно в условиях крайнего севера. Там другая гидравлика, другое оборудование. Кроме того, навесное оборудование может быть разным. Вместе с директором департамента
Светофором и слоном взаимодействие. Смотри, сейчас мы будем какие-то меры поддержки. Сейчас Планы серьезно, вот если даже по ГНК смотреть, сегодня в 5 штук, там рост в 4 раза у нас, например, да, происходит. Если по плану, то есть только из сотни тысяч автомобилей, которые у нас есть, только 13 тысяч на газ приведены. То есть здесь тоже есть задел именно для переработки, по сборке, да, то есть и так далее, то есть совокупность. Говорить о заправочной станции, мы, вот, указано существующую оранжевым, да, то есть о желтом, это все, что мы планируем, рост более чем двукратный. То есть это опять-таки возможность для захода тех предприятий, которые могли бы поставлять это оборудование. Да, то есть, мы будем, конечно, и СУК развивать, да, здесь пропан-бутан, и метан. То есть, если где есть резервы, потенциал, да, то есть, ваши департаменты работают, республика открыта в этом вопросе, что готовы привлекать, на базе ТОРа организовывать именно новое производство. То есть, это в привязке уже к этой просто программе. Вы смотрите просто в какой номенклатуре то, что сегодня еще не производится, у вас есть компетенции, давайте, значит, будем развивать то, что мы делаем. Да. Именно как бы в этом основная задача стоит. Поэтому средства есть, мы планируем меры поддержки. Я думаю, именно эти меры они будут, это в плане, еще будет все обсуждаться, но я думаю, как раз все это в совокупности позволит привлечь перерабатывающие, сборочные предприятия. Сегодня ситуация такая, что в основном процентов 70 рынка биоматериалов по привозным путям. Там лесная промышленность очень сильно. Наша цель какая? Из Иркутска. Наша цель. Наша цель какая? Сейчас мы заготавливаем порядка 70-80 тысяч кубометров. Это наше предприятие. Какая у вас лесосека доступна? Лесосека у нас сейчас арендованных 7 миллионов кубометров. Это наше предприятие. Ежегодно доступна лесосека? 150 тысяч. Да. Рядом есть у нас запасы Витимского лесничества, где у нас расчетная лесосека, это изысканные новые участки, 800 тысяч кубометров. То есть вместе с нашим это получается миллион. Да? И плюс есть не лесоустроенный участок, где запасы соизмеряются где-то порядка 3 миллионов. Наша задача к 2024 году дойти до лесозаготовки 550 тысяч кубометров. И к 1932 году до миллиона. Суть какая? Мы должны консолидировать всех лесопромышленников республики, потому что, несмотря на обширную территорию, действительно промышленная вырубка, она возможна только в юго-запад. Это Венский район. Поэтому мы хотим все там сконсолидировать, взять на себя заготовку, а все остальные общими силами будут перерабатывать. Дальше у нас побочно, там мы будем заниматься производством билетов. Лиственница якутская, она самая... Это топ, потому что щепу куда-то надо давать, ветки, поэтому... А так интерес к лиственнице очень высокий. 2000 года из Якутии поставки регулярны. В этом году мы, конечно, небольшую партию, 4000 отправим. А партнеры наши говорят, что готовы брать до 40-50 тысяч кубометров. Вы смотрите следующий передел, потому что билеты это хорошо, но кроме биоматериала, смотрите, может, клееный брус, значит, как минимум, да? ДВП, ДВМ, то есть то, что было бы элементом нового переработки. Ну, если МАСТ-СССР создаться, вообще идея такая, что мы должны использовать до 95% от растущего дерева. Сейчас мы используем только порядка 40%. Все остальное остается либо на деляне, либо в виде шипы, откуда у нас и дальнейшее идет на это. Надо все 100%. Ну, будем стараться 100%. Для этого, опять же, у нас есть все меры по поддержке. Проект находится в большой степени готовности, больше 90%. Планируется участие правительства в Республике Якутия в размере 20% в этом проекте. Объем кап вложений на сегодня составил 965 миллионов.
объем требуемых инвестиций 360 миллионов. Собственных средств у нас составляет больше 20%. И буквально до августа у нас планируется подписание оффтейк-контракта с крупнейшей энергетической компанией Бунжанг в Сеуле. Поэтому как бы полностью он структурирован. Дальше мы проходили экспертизу проекта в КРДВ, подали заявку в Рослесхоз, Министерство развития Дальнего Востока. Ну и, соответственно, планирую получить статус приоритетного инвестпроекта. Я вот вкратце. Алексей Сергеевич выделит, если всех внесет, там мы готовы оперативного. Здесь мы уже объединили Фонд развития Дальнего Востока, который существенные средства будет взять, и Сбербанк Лизинг, который по технике, и корпорация развития Якутии, которая стала партнером будет выступить. Ну, сейчас Главное, чтобы ПИПы ввести, мне нужно получить от региона. это обязательно. По ПИПам, как здесь видишь, не у этого инвестора, у других есть обратная связь, что очень тяжелое администрирование, в частности, проверяющих. Многие инвесторы сейчас к нам заходят и говорят, мы в ПИПы ни в коем случае не пойдем. Наши инвесторы готовы переплачивать, лишь бы нам не проходить через все кругоуклады, которые потом следуют за ними. Я буквально вчера встречался с ними. Расскажу, отдельно, что это такое. У нас выглядит так, есть диаметровой формат. Физские характеристики достаточно высокие, конкурируют. На прочность? Да, на физские характеристики. Они испытываются. Да, подтверждается. И сейчас чрезвычайно важно, чтобы надо выходить на рынок, зарубежный рынок. Зарубежный рынок у нас Дело, что рынок можно знать. Что касается внешнего рынка, у нас много производителей. Базальтовая мотор России. Но если вы говорите об особенностях холодного климата, это наоборот наша арктическая зона. То есть я бы сделал центр компетенции здесь как раз именно под Арктику. Поэтому вы у себя посмотрите, что это эффективное время, просто это экономический эффект, и все просто локально от себя. Вообще, вот Сами это Свяма, да. это Звяма. Звяма. А я вот 16-го буду в Геленджике, там 10 лет, и вот общую базу хотим сделать. Там геленджикские данные, да, вьетнамские данные там есть, в Вьетнаме тоже, там бахмутские данные, Сочи есть, и вот наши. Все вот это вот в одну систему мы включаем, чтобы оно работало. А это уже там из наших растительного сырья можем из пантоклина делаем БАДы. Очень даже успешные, пользуется спросом, но с Александром Сергеевичем надо довести его до более такого презентабельному виду. Так что у нас есть. Да. Согласно 162 постановлению правительства, подготовить документы для научно-технической Гражданский, военный. Я пока ни одного не знаю проекта, который закончился по результатам. Поэтому вам, Дирижабль Ил-30 был построен, он летал, пусть он меньшего размера, но мы показали свою компетенцию, что мы его устроили дирижабль. То, что вы держите, это адгезия сверхвысокомолекулярного полиэтилена с особо прочным слоем резины. Мы сейчас используем наши изделия на площадке УАЗа Фанабара. На молекулярном уровне. Здесь графеновые нанокомпозиты, это идет речь о гибких солнечных элементах. Мы уже добились очень больших результатов и приступили даже на основе молибденовых редкоземельных элементов разрабатывать такие. То есть уже можно вести речь о морозостойкости солнечных батарей. Ну, это как сейчас?
Это правда. Наши молодые ученые. Хорошо. Потом приход к нам, на парке размещаем, здесь это уже проверенная схема работает. Акселерация проекта команда, а не проект. Там что-то какое-то, Петр Ильич говорит. Хорошо. Спасибо. По поводу экономики уже партнеры здесь. Мониторинг кадров для гастропромышленной институции и вообще севера Дальнего Востока, по Швеции и по МИФу. По МИФу на Дальнем Востоке нет никаких учетных заведений, так как на севере все равно без нам никак. Мы готовим специалистов, дизайн одежды еще также готовим. Ну и для декоративного показного искусства ювелиров, костолезов и шиков. Идет конкурс большой. Как минимум ежегодно, самое минимальное получается 2,5 на одно место, а так как в среднем 4,5 человека на одно место. Сейчас очень повысился престиж средних профессиональных образовательных учреждений, поэтому получается, что после 9 класса либо после 11 класса народ идет. Вот представляем эту модель из тех коллекций, которые в этом году у нас три девочки принимали участие в международном конкурсе «Русский силуэт» у Татьяны Михайловны Халковой. Вот такие вот девочки. Ну, одно из самых ведущих двигателей у нас это косторезное искусство. Да? Мы в этом году выиграли грант фонда президента Российской Федерации. Будем в октябре проводить научно-практическую конференцию и 7-й фестиваль косторезного искусства чемпионов России. Сейчас у нас вот Мамонтов Константин Меркурьевич, профессор, ведущий специалист по косторезному делу. У нас не хватает бирень мамонта. Видите как? Поэтому мы совмещаем. Например, мясо мы кушаем, и не выбрасываем. Вот. И как раз у нас лоб лося и горного барана. Все совмещают, пожалуйста, полиция. Рыбак. Когда мы рыбачим, лед ловим, да, и вдруг у нас сразу 3 мешка, 4 мешка рыбы. Так появляется. Вот так мы компенсируем. Мои студенты тоже работают, я тоже работаю. Передаю уже 52 года, косторезным искусством занимаюсь. Поэтому нам надо открыть декоративно-прикладное искусство кафедру, отдельную совсем. Тогда еще вышло. Здесь я уже не помню. При арктическом это ветераны. Спасибо. Это тепло для невесты, когда она собирается из дому, выбирает, у них приезжают, и такого серебром украшенным, богатым, да, вот такое тепло. Да, из серебра. Да, из серебра. И наша береста. Да, это наша именитая береста. Она у нас только в мире шьется конским волосом, никакого клея, там ничего нет. Это чисто ручная работа. Да. Чисто ручная работа. Что, воду наливаем, молоко наливаем, масло там не протекает. Это из деревни, да. Молоко дольше хранится. И масло потом не портится, летом даже в любую жару масло не портится. Такой посуде. И, конечно, вот вкусная утварь наша, дерево, резьба по дереву. Это для Василий Сергеевич мне постарался продемонстрировать все направления, которые в Якутии развиваются в части того, что курирует наше ведомство, в частности. Это и в индустриальном парке, и в IT-парке. Все предприятия нацелены на последующее развитие. Это касается производства котельного оборудования, производства пластиковых труб. Это и IT-продукты, которые
разрабатываются в IT-парке, где мы сейчас находимся, вплоть до народных художественных промыслов, которые, кстати, вот, если сравнивать с многими другими регионами, где есть народные художественные промыслы, здесь в училище целый конкурс, 2,5 человека на место. Это хороший показатель с учетом того, что потребность в этой специализации есть. Денис Валентинович, как вы оцените перспективы развития ТСР у нас в Якутии, в республике, и вообще то, что сделано уже на сегодняшний день? Ну, я начал как раз с того, что мы посетили два проекта. Индустриальный парк Кангалас. Да, Кангалас. Вот, и вот якутский IT-парк. Есть, да, ювелирный гранит. И если только в декабре месяце открыли, а сегодня уже стоит вопрос о том, что не хватает мест для наполнения потенциальными резидентами IT-парка. Это говорит о том, что востребованность как раз такого института развития, такого инструмента поддержки, она высокая, вот, и дает возможность резидентам заходить уже на подготовленную площадку как индустриального парка, так и IT-парка, для того, чтобы быстрее реализовывать свои идеи с нуля до индустриального масштаба. Поэтому это хороший формат. Арсений Сергеевич, скажите, пожалуйста, в каких отраслях вы видите точку развития промышленности? Сегодня мы как раз с Денисом Валентиновичем, наверное, вот эти точки и посетили, потому что, к сожалению, сегодня доля выпуска промышленной продукции в общем валовом региональном продукте Якутии составляет всего лишь 1% с лишним. Мы считаем, что это недопустимо мало, особенно сегодня для Якутска, где сосредоточен у нас огромный человеческий капитал. И вот сегодня и посещение судоверфи, и посещение тех предприятий, которые у нас расположены в ТСР Кангалас, посещение ювелирно-гранильного кластера, посещение вот здесь IT-парка, они как раз по тем предприятиям мы отработали, достаточно высокотехнологичным, таким даже уникальным во многом в целом для нашей страны, которые в ближайшие годы, на мой взгляд, позволят создать здесь, у нас в якутской агломерации, достаточно серьезную промышленную базу именно вот такого индустриального развития. Арсений Сергеевич, когда может появиться экспортный центр, направленный на поддержку экспортеров? Ну, на самом деле он у нас уже сейчас работает. Это агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. У нас всегда вспоминают первую часть, вторую часть как-то немножко упускают. Да? И оно очень плотно сейчас начинает работать с Российским экспортным центром, у которого есть очень ряд хороших программ. И вот спасибо Денису Валентиновичу, что в составе его команды за несколько дней специалисты приехали. Здесь в том числе и в IT-парке, с другими нашими предприятиями, возможными экспортерами продукции, в том числе сельхозпродукции, гранильной отрасли, ювелирной отрасли. Очень плотно отработали и уверен, что это, конечно же, сотрудничество даст свои хорошие плоды.